А перед началом этого ролика небольшая просьба к нашим зрителям подписаться на канал, поставить лайк. Ваша поддержка очень сильно помогает каналу развиваться и дает нам мотивацию каждый день выпускать ролики для вас с ответами на посягательство на нашу историю. Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Некий автор канала Йовсер начал обвинять Сисаева в том, что он не приводит источник своим высказываниям. Речь шла о Эги, армянин по происхождению. Так вот, мы всем сомневающимся приведем источник, где говорится об армянском происхождении Эги и его потомков. Сказки и легенды ингушей и чеченцев. Ингуш Мальсагов. Страница 313. Цитата. «Эги был княжеского происхождения и прибыл из Армении. В местечке Кикала жили ингуши. У Эги было много овец и коров. Местным жителям он сказал: «Я отдам вам половину своих овец, если вы дадите мне на 3 года землю, пасти оставшуюся половину овец и коров». Взяли с него ингуши плату и дали землю. Прошло 3 года. Под разными предлогами и различными подачками Эги продлевал срок. За это время у Эги выросли сыновья. Одни из них осели в Эгикале, другие – в Хамхе и Таргиме. Они строили башни и жили в них. Наконец ингуши сказали Эги: «Хватит, уходи отсюда». Как мы видим, Сисаев ничего от себя не говорил, а лишь цитировал слова самих ингушей. Дальше мы вам покажем армянский национальный свадебный наряд. Ингушский национальный свадебный наряд. Ингушский курхас. Древний армянский шлем. Совпадение, не думаю. А теперь посмотрим на красавцев Галгаев, потомков Эги. Я считаю, каждый народ, каждый человек обязан знать о происхождении своего рода, а не стыдиться его. Армяне народ с древней историей. Я просто не понимаю, почему галгаи, так усердно пытающиеся всему миру доказать о древности своего народа, не хотят признавать, что они потомки армян.